В эфире телеканала «Якутия-24» главные события уходящего дня. В студии Юлия Великодная и Алексей Соколов. Здравствуйте. Ушел из жизни Николай Караченцев. Народный артист боролся с онкологией. До его дня рождения оставался всего один день. Последствия проливных дождей в Краснодарском крае. В МЧС сообщили о погибших, нарушено движение поездов, повреждены объекты инфраструктуры. Якутянин в числе первых пилотов. Такие права на управление летательным аппаратом «Автожир» имеет всего 20 человек в России. В Алдании исправляют ошибки. Жителям района меняют загранпаспорта с неверным кодом. Вандалы в Мирном не дают покоя дорожным знакам. В МВД напоминают о больших штрафах за порчу имущества. Енот в Нерюнгре. Жительница города исполнила свою давнюю мечту и завела экзотического домашнего питомца. Умер Николай Караченцев. Артист ушел из жизни за день до своего 74-летия. Народный артист РСФСР Николай Петрович снялся в десятках фильмов. Среди них «Старший сын», «Собака на сене», «Белые росы», «Трест, который лопнул», «Человек с бульвара Капуцинов». Напомним, что в конце прошлого года стало известно о неоперабельной раковой опухоли в левом легком. Артист некоторое время лечился в Израиле. К сожалению, лучевая терапия не помогла, и спустя некоторое время опухоль снова начала увеличиваться в размерах. В начале октября Николай Караченцев попал в реанимацию в одну из подмосковных клиник с двусторонним воспалением легких. Именно там он и скончался, так и не дождавшись своего дня рождения. Утрата тяжелая, болезненная для нас. Но он любимый артист не только для зрителей, но и для нас, его коллег. Потому что Николай Петрович был замечательный человек. Общительный, в общем, приветливый. Его все вспоминают добром, и не зря весь театр ждал его столько лет. Мы познакомились на съемках фильма «Пока безумствует мечта». Там у Коли была главная роль, у меня не такая главная, но у нас был совместный, мы танцевали танго. И, в общем, репетировали много. И с этого времени, с этого фильма мы подружились. И потом наша дружба, она продолжалась через всю жизнь. Удивительный совершенно человек, мужчина. Среди артистов их не так много. Он настоящий мужик и, конечно, блистательный русский артист, царство небесное. Это большая потеря для Ленкома, очередная пробоина в нашем крейсере под названием «Театр Ленкома». Проливные дожди вызвали серьезные разрушения в Краснодарском крае. Агентство ТАСС со ссылкой на МЧС сообщает о 6 погибших людях. Нарушено движение поездов, повреждены объекты инфраструктуры. Подробности в репортаже Сергея Берец. Из-за непогоды обширные районы Краснодарского края оказались под водой. Число жертв стихии достигло 6 человек, передает информационное агентство ТАСС со ссылкой на региональное МЧС. Ранее сообщалось о 2 погибших. В пострадавшие районы, в том числе в Туапсе, направляются дополнительные силы спасателей и специальной техники. Вышедшие из берегов реки размыли железнодорожные пути. Задержано движение 36 поездов. Около 9000 пассажиров не могут добраться до места назначения. По данным экстренных служб, потоплены почти 2000 домов, в которых живут примерно 6000 человек. Агентство «Интерфакс» приводит информацию о повреждении селевыми потоками нефтепровода на участке Тихорецк-Туапсе. Как заявляет компания-оператор, на месте работают ремонтные бригады. Попадание нефти в реки предотвращено, и опасности для населения нет. А в якутском правительстве сегодня прошло совещание главы республики о первоочередных мерах по ликвидации последствий весеннего наводнения 2018 года и обеспечению жизнедеятельности в населенных пунктах. Руководители районов, пострадавших от стихий, на прямой связи рассказали о восстановительных работах.
Большая часть всего объема работ уже завершена. Восстановлены дома, в том числе и многоквартирные. Запущено отопление. Ведется ремонт дорог. Также уже сейчас начинается подготовка к возможному паводку следующего года. Особое внимание направлено на районы, пострадавшие этой весной. По окончанию этого паводка мы уже определили те участки, заторопасные участки, те населенные пункты, которые будут подвержены. Сейчас в настоящее время формируется реестр населенных пунктов, которые будут подвержены половодью, возможному половодью 2019 года. Поэтому также планируется работа оперативных групп по ликвидации последствий весеннего половодья, ну и мероприятия по развертыванию пунктов временного размещения, по оказанию медицинской помощи, по заготовке продовольствия, по бутилированной воде. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда сохранения и изучения родных языков народов России. Фонд должен создать условия для сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации, являющихся национальным достоянием и историко-культурным наследием российского государства, говорится в указе. Тема языков российских народов постоянно находится в центре внимания властей. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что заставлять человека учить неродной для него язык так же недопустимо, как и понижать уровень и время преподавания русского языка. Напомним, в июле Госдума и Совет Федерации приняли законопроект о родных языках. Их изучение обязательно для школ, программа которых включает соответствующий предмет. А в Алдане, как и в других районах республики, проводится замена загранпаспортов с ошибочным кодом. Напомним, граждане, получившие заграничные паспорта старого образца сроком на 5 лет в период с 1 января по 28 августа, должны заменить документы. Это связано с неверным кодом документов. Он должен быть 4, а не 3-значным. Госпошлина за переоформление не взимается, новые паспорта выдаются в кратчайшие сроки, рассказывает Татьяна Вахнина. У сотрудников миграционной службы работы очень много, особенно в последнее время. Это связано с массовой заменой заграничных паспортов старого образца, выданных сроком на 5 лет, на новые. Граждане к нам идут ежедневно на переоформление заграничных паспортов. Жалоб не поступает, стараемся ежедневно их принимать. Ежедневно, буквально до 8 часов вечера, с 9 утра. Проблем не возникает, работы много, но мы стараемся успевать, как говорится, все делать своевременно. Граждане, получившие заграничные паспорта старого образца сроком на 5 лет, в период с 1 января по 22 августа должны переоформить документы. Эта информация была дана в местных средствах массовой информации. Замене подлежат документы, имеющие 3-значный код. В паспорте верного образца должны значиться 4 цифры. Граждане, которые получили заграничные паспорта сроком на 5 лет, то есть старого образца, с 1 января 2018 года по 28 августа 2018 года, были признаны недействительными в связи с неправильным кодом выдавшего органа, то есть МВД 887. Должен быть МВД 1013. Переоформление документов производится в короткие сроки. Если на руках имеются билеты и визы, новый документ россиянин получит уже на следующий день. Гражданам не нужно собирать пакет документов, необходимых для выдачи загранпаспорта. Необходимо принести выданный паспорт и фотографию. Заявление заполняется на месте. Госпошлина, значит, с данных граждан взиматься не будет. При себе необходимо иметь заграничный паспорт, который они получили, то есть старого, и также одну фотографию. Граждане, получившие загранпаспорта с 3-значным кодом зимой и весной, еще смогли съездить за рубеж. Однако замену паспорта производить в любом случае придется. Для выезда за границу документ старого образца уже недействителен. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. С предстоящим днем автомобилиста сотрудники госавтоинспекции поздравляют водителей по всей республике. На дорогах и трассах проводятся массовые проверки. При соблюдении правил дорожного движения сотрудники вручают наклейку, подтверждающую отсутствие нарушений, а также поздравления и пожелания от управления ГИБДД. При наличии каких-либо нарушений инспекторы оформляют протокол. Данная акция будет действовать до конца недели. В целях снижения аварийности на территории республики управлением госавтоинспекции проводятся массовые проверки по нелегальной перевозке пассажиров.
а также выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Дорогим нашим автомобилистам, которые ездят без нарушений ПДД, мы вручаем вот такие поздравительные открыточки и наклейки «Я соблюдаю ПДД». Пользуясь случаем, от лица руководства управления госавтоинспекции хотелось бы поздравить всех водителей, профессионалов и любителей с Днем автомобилиста. Пожелать им безаварийного вождения, зеленого света на дорогах и помнить, что их всегда ждут дома родные и близкие. В Якутии появился первый пилот летательного аппарата «Автожир». В России такие права всего у 20 человек. Якутского летчика зовут Гаджи Амирханов. Родом он из Дагестана, но большую часть жизни он прожил в Устьянском районе. С первым пилотом «Автожира» встретился наш корреспондент Александр Зубехин. Летно-технические характеристики «Автожира» не уступают, а в ряде случаев превосходят аналогичные показатели вертолетов и самолетов. Они могут существенно снизить затраты и повысить эффективность в решении специальных задач МЧС и других экстренных служб. А также «Автожиры» не менее актуальны для оперативной доставки рыбы к местам хранения в Арктике. Эти качества заинтересовали жителя депутатска Гаджи Амирханова. Он попал в число первых на курсы в авиационный центр в Воскресенск Московской области. На этой неделе в подразделении Росавиации Якутска Гаджи получил свою лицензию пилота. Теперь он может летать на «Автожире» не только в личных целях, но и осуществлять профессиональную предпринимательскую деятельность. Это очень выгодно. Выгодно в том плане, допустим, оказание помощи или разведку провести, там дороги посмотреть, или же на рыбалку слетать. Рыбу можно вывести. Для коммерции, если так брать, то можно этим заниматься тоже. Безопасный и выгодный, говорят специалисты. «Автожир» использует автомобильный бензин. Экономические показатели эксплуатации на порядок выгоднее, чем у вертолета. Гироплан способен заменить дорогостоящие вертолеты и сравнительно низкоэффективные беспилотные летательные аппараты при решении широкого спектра задач. Предлагаю создать центр коллективного, скажем, пользования экстренных служб. То же самое примерно на рыбе в Арктике. То есть нам, условно говоря, сейчас нужно инвестирование этого проекта в пределах на каждую группировку 40-45 миллионов на, скажем, года 3. Несмотря на то, что на всю Якутию у нас только один пилот «Автожира», обучать новых летчиков не проблема. Чтобы получить пилотское удостоверение, много времени не понадобится. Всего лишь навсего 72 часа – это 3-4 месяца обучения. И дальше уже можете приобретать «Автожир» и летать спокойно. По классу G. Вообще всего будущее в авиации – это «Автожир». Мне кажется, для колхозников, для простых граждан. Мы, наверное, скоро все пересядем на них, на «Автожиры». И я желаю, чтобы это так было. В прошлом году Гаджи Амирханов купил обычный вертолет. Теперь же, узнав о преимуществах «Автожира» и получив документ пилота, собирается приобретать гироплан. Он считает, что для развития Арктики этот инновационный вид транспорта необходим. Александр Зубехин, Георгий Григорьев, Якутск. А сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале «Якутия-24». Вандалы в Мирном не дают покоя дорожным знакам. В МВД напоминают о больших штрафах за порчу имущества. Стаи бродячих собак в Ленске. Горожане бьют тревогу и призывают бороться с безнадзорными животными. Меньше месяца до чемпионата мира по масс-рестлингу. Российская сборная готовится к домашним соревнованиям в Якутске. Енот в Нерюнгре. Жительница города исполнила свою давнюю мечту и завела экзотического домашнего питомца. В эфире телеканал «Якутия-24», и мы продолжаем наш выпуск. В Мирном вандалы не дают покоя дорожным знакам. Местные жители уверены, что сломанные указатели – дело рук молодых людей. А местному бюджету подобное оборачивается в копейку. Подробности в материале Августины Степановой. Без внимания хулиганов не остаются даже дорожные знаки. Отрывают, загибают, вырывают их вместе со столбами и даже используют как мишени. Это нехорошо, конечно. Когда знаки дорожные расставлены, они же расставлены не просто так, а для безопасности. Авария. Человек может скорость превысить и так далее. Запрещена стоянка. Если его загнуть, видно не будет. Встанешь, будешь мешать. Подъедет к тебе гаишник, оштрафует. Стоя
Стоимость такого знака составляет примерно 10 тысяч рублей. Не всегда испорченные можно быстро восстановить. Дорожные знаки принадлежат муниципальному образованию «Город Мирный», а это значит, что заботы по восстановлению лягут на городской бюджет. На содержание обслуживания и замену знаков ежегодно уходит не менее 2 миллионов рублей. За повреждение дорожных знаков, светофоров грозит административная ответственность. На физических лиц от 5 до 10 тысяч рублей, на физических лиц 25 тысяч рублей и штраф налагается на юридических лиц до 300 тысяч рублей. Вряд ли отношение к случаям вандализма имеют взрослые. Скорее всего, так веселится молодежь. Молодежь, которая, наверное, мало воспитана в этой жизни и не приучена ко всему хорошему. Думаю, молодые люди, которые не думают о том, что они портят имущество, за которое мы платили налоги и все остальное. Конечно, есть те, кто все же не может пройти мимо, делает замечания. Иногда за такую активную гражданскую позицию можно услышать в свой адрес много нелестных слов. Живой пример, когда мне постоянно звонили в двери, я сделала замечание, и мне потом в результате в замок напихали спички, я не могла дверь открыть. И сейчас молодежь-то очень жестокая. В борьбе с вандалами все средства хороши. Самый действенный – уголовная ответственность. А она наступает с 14 лет. Августа Степанова, Илья Засухин, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». В Мирнинском центре дополнительного образования состоялось торжественное открытие детского технопарка. На высокотехнологичное оснащение администрация района выделила 13 миллионов рублей. Буквально на днях закончилась установка нового оборудования. На данный момент в технопарке обучается более 300 детей. Обучение проводится по 3 направлениям: промышленный дизайн, робототехника и хай-тек цех. К 2020 году детский технопарк планируется расширить на 5000 квадратных метров. То, что умеют наши дети, на самом деле, мы сегодня не умеем, потому что дети вперед пошли нас в развитии. И образование, система образования всей республики, мы должны очень быстро переориентироваться, очень быстро развиваться и очень быстро это создавать условия. И сегодняшний технопарк Мирнинского района, глава района и акционерная компания «Алроса» все сделали, чтобы этот технопарк имел все оборудование, все материалы, которым сегодня владеет этот технопарк. В общем, этот технопарк скоро станет самым лучшим технопарком нашей республики. Безнадзорные собаки не дают покоя жителям города Ленска. Когда они сбиваются в стаи и ищут еду, они начинают представлять опасность для окружающих, считают горожане, и бьют тревогу. В ситуации разбиралась Анна Кожевникова. Маленькие мягкие комочки шерсти щенята часто вызывают умиление у людей. У многих сердце сжимается видеть таких малышей, выброшенных на произвол судьбы на улицу. Но когда они подрастают, сбиваются в стаи и ищут еду себе для пропитания, они начинают представлять опасность для окружающих. Особенно для маленьких ленчан, которые без сопровождения взрослых находятся на улице. В Ленске определен подрядчик для решения этой проблемы, который занимается отловом бездомных собак. У нас есть пункт передержки, там, где собаки проходят, скажем так, адаптацию, лечение, ну и все процедуры, связанные с передержкой. Денежные средства, которые выделены, они, были выделены с республиканского бюджета, районного и наше софинансирование. Можно позвонить в единую диспетчерскую службу или напрямую подрядчику по телефону 8 914 242 73 39. Как отметил Василий Козырев, люди неактивно обращаются с жалобами официально. Отстреливать мне тоже как-то не сильно гуманно, они же все-таки живые существа. Не знаю я даже, как решить эту проблему. В первую очередь, мне кажется, эта ответственность на людях лежит. Раз взяли животное, так вы несите за него ответственность. А что делать, не знаю даже. Без понятия. Мне их жалко. Я хочу, чтобы организовали им детдом. Чтобы собак туда забирали. Зачем их расстреливать? Они же наши младшие братья, сестры. У меня у самой собачка растет красивая. Делайте, организуйте, чтобы, правда, не расстреливали, а вот так вот приют какой-нибудь для собак. Мы будем только рады за это.
В этом году уже было выявлено несколько мест, где разгуливали большие собаки, нападающие на людей. В большинстве случаев это были не бездомные животные, у них находились хозяева. Собаки сбегали из дома случайно или же их хозяева намеренно отпускали их, считая, что питомцам необходимо много бегать. Обращались к нам жители микрорайона Ханайдах с аналогичной ситуацией, но давать комментарии отказались, опасаясь реакции соседей. Есть в Ленске сообщество людей, занимающиеся передержкой бездомных животных и устройством их в семью. Много лет ставится вопрос о строительстве приюта. Возможно, этот вопрос будет решен благодаря республиканской программе по поддержке местных инициатив. Животное не самостоятельно оказывается на улице. Кто-то отпускает своего питомца погулять, кто-то выбрасывает из-за ненадобности, а на итог кто-то становится жертвой по стечению обстоятельств. И ни отлов бездомных животных, ни строительство приюта для них не решит проблемы в корне, пока каждый не начнет с себя, со своего личного примера. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Ну, а пример бережного отношения к домашним животным показывает жительница Нерюнгри. У Марины Перевозниковой дома живет енот. О питомце женщина мечтала долгие годы, и сейчас она не жалеет, что свою мечту осуществила, рассказывает Александра Цыбикова. На протяжении 15 лет Марина мечтала завести енота. Но поскольку дети были маленькие, а это все же дикий зверь, с этим пришлось повременить. Сейчас енот-полоскун – всеми любимый член семьи. Он дружелюбный, но с характером. Он обижается. Вот самое интересное, да, у него есть, могу сказать просто. Если енот обиделся, то вымаливать прощение нужно печенькой. Либо он будет ходить кусать тебя за пятки. Так, да. Ну и еще что хочу сказать, что я ожидала такого. Мы готовились к нему, прям вот вольер большой купили, да, у нас он там в прихожке стоит не собранный. А оказалось совсем все по-другому. То, что вот это видео, ролики, это совсем по-другому оказалось. Нам не понадобилась никакая клетка, живет у нас свободно. Первый взнос за него пришелся на 14 февраля, в День влюбленных. Поэтому и имя он получил соответствующее. Воспитываем только любовью, лаской, тогда это вырастет действительно ласковый домашний зверь. В туалет просится на улицу, это вообще просто удивительно, как собачка. 2 раза мы с ним гуляем, утром и вечером. Дома абсолютно не гадит, ничего не рвет. Ну, может перевернуть, конечно, как маленький ребенок, если не уследить. Полоскунами зверьков прозвали из-за их странной привычки все мыть. Это занятие они просто обожают. Особенно тщательно еноты полощут свой корм. Возле рек. И они добывают вообще еду. Там вот раки, да, вот эти моллюски. Под камни забивают. Со всеми членами семьи Амур нашел общий язык. Но лучшими друзьями для него стали младший сын Эдик и собака Фиксик. Они вместе играют, соревнуются, борются и валяются в сугробах. Ну, вообще, когда мы только увезли Амура, он был маленьким очень, ну, буквально размером в ладошку, лохматый. Я сначала, он вообще не был никак похожий на енота. Он был больше на крысу какую-то похож. Это уже, наверное, к неделе. Когда мы уже приехали в Старый Оскол, он уже стал форму делать, носик заострять. Если зверьку что-то интересно, то он будет кусать, трепать, обнимать, лизать и прыгать по любопытному объекту. Поэтому, если вы решили завести такого питомца, нужно запастись терпением и быть готовым безвозмездно дарить свое внимание и любовь. Александра Цыбикова, Аял Амосов, Нерюнгри. В Якутии идет подготовка к предстоящему чемпионату мира по масс-рестлингу. Ожидается участие 42 стран. Соревнования начнутся 22 ноября. О подготовке к первенству расскажет Юрий Осипов. Двукратная чемпионка республики и победительница чемпионата России Наталья Черноградская впервые принимает участие в чемпионате мира. Готовиться к нему начала заранее. Ну, к чемпионату мира мы уже готовимся. Ну, лично я сама готовлюсь уже с лета, с августа. И подготовка идет полным ходом сейчас. Чемпионка мира из Грузии в категории 55. Ну и из Венгрии, также с Киргизии. Ну, самые главные соперники. Уже готовятся и более опытные члены команды. Ну, готовимся мы в центре спорта Мадуни. Подготовка идет хорошо. Тренировки у меня, скажу, там в неделю 4-5 раз в неделю. Но я готовлюсь очень сильно, вот, так как знаю, что соперники мои сильные. Ну, потом покажет соревнования, как я готовился. Сборы российской команды начнутся с 5 ноября, поэтому сейчас тренировки проходят в облегченном режиме. Ну, в данное время 90% из состава сборной команды находится здесь, тренируется в Мадуне.
Один пока одноразовая тренировка идет. Если взять мужчин, тогда самые основные соперники являются спортсмены из Соединенных Штатов Америки, из Грузии, из Польши. Если взять женщин, тогда очень сильная команда приедет из Венгрии, еще из Польши и из Узбекистана. Спортсмены прошли строгий отбор в своих регионах и во всероссийских турнирах. Состав сборной России был сформирован по итогам чемпионата страны, который прошел в мае этого года в Нальчике. Таким образом, в него вошли 12 сильнейших масс-рестлеров страны. Масс-рестлинг вышел на мировую арену всего несколько лет назад. Первый чемпионат мира прошел в Якутске в 2014 году. 1-0! Во второй раз масс-рестлеры мира боролись за звание чемпионов в кыргызском городе Чолпон-Ата в рамках Всемирных игр кочевников в 2016 году. Сегодня масс-рестлинг уже снискал немалую популярность. Одним из поклонников этого спорта является популярный актер Арнольд Шварценеггер. Организаторы турнира говорят о возможности его приезда на предстоящий чемпионат. Всегда сейчас спрашивают насчет Арнольда Шварценеггера. Мы с ним, да, действительно мы с ним отрабатываем вопрос приезда. Но на сегодняшний день еще конкретно четкого ответа пока нету, но мы все равно с ним работаем. Якутский национальный вид спорта успешно показывает себя на международной арене. Главная цель, которую ставят себе организаторы, добиться включения масс-рестлинга в олимпийскую программу. Юрий Осипов, Гаврил Дичков, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Телеканал Якутия-24 следит за развитием событий. Оставайтесь с нами и удачи вам.